1 октября 2025 года начнется первый этап. Это означает, что некоторые выплаты федеральные, бюджетные платежи, социальные пенсии, выплаты и так далее будут частично выплачиваться в виде цифровых рублей. То с 1 января 2026 года начнется второй этап, когда уже все федеральные выплаты, в том числе социальные пенсии, выплаты, пособия, планируется выплачиваться в виде цифровых рублей, без исключения. И третий этап уже в 2027 году цифровой рубль коснется и региональных бюджетов. Я напомню, что цифровой рубль – это третья форма рубля, то есть это цифровые деньги. Это новый вид рубля, которым мы в том числе в будущем сможем расплачиваться так же, как на сегодняшний день расплачиваемся безналичными и наличными рублями. Он имеет точно такую же силу, равнозначен. Цифровой рубль, который будет переведен на ваш цифровой кошелек, вы сможете перевести на свой безналичный обычный банковский счет. То есть напрямую обналичить нельзя, но переведя предварительно на свой банковский счет, далее вы уже распоряжаетесь этими деньгами, как обычно, как хотите, как привыкли. Цифровой рубль вводится для прозрачности платежей, для того, чтобы государство могло контролировать в первую очередь бюджетные средства, для борьбы с коррупцией,